Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Какой он на самом деле? Какие маски он носит? Как его понять? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте своего мужчину. Назовите его по имени и задайте ему такой вопрос. Мой милый дорогой, какой ты на самом деле? Какие маски ты носишь? Как тебя понять? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, кто же на самом деле загаданный вами мужчина. Кто он на самом деле? Какой он? Что за масочки носит? Почему? Так, ну вот он, ваш герой, вышел прям в центре. Мне нравится, что у него, смотрите, когда вот он, видите, вышел. У него, значит, левая сторона слабенькая, а правая сторона у него сильная, и он, видите, как радугу в руках держит. Это хороший знак, знак того, что человек все-таки не настолько испорченный, да, и вот как бы он там ни грешил, у него всегда есть возможность, либо его постоянно больше все-таки тянет на светлую сторону, на правду, на истину, на то, чтобы вот совесть, да, совесть у него берет верх. Итак, какой же он на самом деле? Ну, он весь такой, знаете, незрелый и растрепанный на самом деле. Он сделан из хорошего теста, да, из хорошего материала. То есть это не какие-то там полуфабрикаты, да, если так можно сказать. У него очень хорошие корни, у него очень хорошие родовые какие-то вот прям наработки идут. То есть мужчины в его семье отличались каким-то мужеством, героизмом, какими-то сильными чертами, профессионализмом, честностью, ответственностью, выносливостью. То есть достойные люди, его предки. А вот ваш мужчина, он, понимаете как, может быть, недостаточно привязан, да, корнями к своей семье. Либо, например, мужчина мог расти без отца, либо не хватало внимания отца. То есть как-то где-то он не до конца перенял, да, перенял то, что ему там по роду нужно было перенять. Может быть, отец слишком много работал, либо далеко где-то находился. Может быть, действительно мама одна растила. Ну, всяко бывает в жизни, да. То есть здесь, ну, минус случился именно в его детстве. Вот как-то так я вам скажу. Да, это очень плохо, это очень сильно отыгралось на его жизни. Кстати, могло отыграться тем, что, например, мама несколько раз там, пыталась устроить свою жизнь, отчимы были, и эти отчимы вносили дисбаланс, диссонанс в его жизнь. Ну, там ребенок, да, например, только лишь он там привык к одному мужчине, привязался, тут раз тебе замена папы на другого, да, и все вот заново начинается. То есть здесь какие-то детские травмы идут, которые мешают ему приникнуть к своим корням и стать тем мужчиной, которым он должен, да, по идее, да, вот открыть в себе вот эти все свои способности. Неплохой человек, но незрелый. В сегодняшнем дне абсолютно сырой и незрелый. Личность такая, знаете, вот как, ну, ребенок, детская личность. И вот хочется сказать, как клоун какой-то, шут, да, шут гороховый. Иногда что-то такое сделает, и самому стыдно становится. Шансы может свои упускать, возможности может упускать. Вести себя как-то, знаете, сомнительно, подозрительно. Часто у него какое-то раздвоение в личности происходит, панические атаки у него происходят, очень он ревнивый, очень он такой азартный, легко его завести. Вот если с ним поговорить, да, вроде как мужчина взрослый, вроде как бы все хорошо, логично рассуждает, но есть какие-то моменты, ну хуже, чем ребенок, да. Вот хочу именно тех конфет, мечтаю попробовать это, да, и там хочу побывать. Ну, какую-то вот, знаете, чушь несет, да, глупость какая-то вот чувствуется. Но
фантазийность его, она тоже часть его, скажем так, рода и часть его личности. В принципе, если бы не эта фантазия, ну, он бы вам бы и не интересен был. Очень мечтательный человек, очень такой, знаете, сильно привязывается к людям. И к вам он очень сильно уже привязан. Вы очень влияете на него. Ваше влияние, оно какое-то прям уже безграничное становится. Сначала он, может быть, и сопротивлялся вашему влиянию, а теперь он покорно идет, да, прям нуждается в том, чтобы вы на него повлияли, что-то подсказали, что-то сказали. Он иногда может с вами спорить и ругаться, но поверьте, вот спорил, он там доказывал, что я там прав, ты там ошибаешься, 5-10, но по итогу он будет делать так, как вы говорили, либо как вы советовали, даже вопреки тому, что он с вами не соглашался. Маски какие носит? Ну, во-первых, маски самоуверенного человека. У него тут огромное количество, типа я там весь такой из себя, прожженный, крутой, самодостаточный, авторитетный, прочее, прочее. То есть таких масок у него огромное количество. Они все однотипные, он их там периодически меняет, и вот так он по жизни ходит. То есть какой он внешний и как он себя позиционирует на первом, например, знакомстве, на первом общении, это совершенно не соответствует тому, каким он есть на самом деле. Вот как-то так идет, девочки. Вы уже это видели, вы уже в этом убедились. И если вы уже давно с ним общаетесь, встречаетесь, то понимаете, что совершенно не такой. То есть не рыцарь и не в доспехах. Но максимум, я не знаю, там пастушок, да? Пастушок, который склонен к нервным паническим атакам. Вот. Если ваш мужчина любит выпить, вот тут нужно, конечно, быть настороже, потому что у него эта склонность, это как побег от реальности. То есть не потому, что ему это вкусно, не потому, что ему это нравится. Он действительно этим пытается залечить свои какие-то психологические травмы, либо снять напряжение и испуги. Это ни к чему хорошему не приведет, девочки. Если вы только в начале отношений, и мужчина ваш только начал, скажем так, проявлять интерес, значит, к этому делу, то постарайтесь всячески воздействовать на этого мужчину, чтобы он не пристрастился, потому что это билет в одну сторону. Это очень губительный момент будет. Также у многих может отыграться, что мужчина уже давно на этой синей волне плавает, качается, и поэтому здесь вы ему идете как женщина судьбоносная, которая будет его выручать, да, и с этой синей волны снимать, и у вас получится. Конечно, не без боя, но тем не менее получится. Если вы в браке с этим человеком, да, и из-за этого у вас проблемы, ну, девочки, ну что, ну, это судьба, значит, вам эта ситуация по судьбе, не ему, а именно вам, чтобы этого человека от этой заразы исцелить. Вот как-то так идет. Так, еще по поводу его масок. Ну, вы понимаете, он часто строит из себя такого прям сорвиголова, да, очень крутого мужчину, который все может, да, выше всех звезд, да, круче всех яйца, да, вот я такой. А на самом деле это неправда, он не такой. Вот он мягкий, понимаете, он мягкий и податливый. Вот эти все мысли, оно все такое наносное. И вот если бы он общался с хорошими, правильными людьми, он бы сейчас уже где-нибудь там, не знаю, в большом бы бизнесе плавал, либо в каких-то кругах, да, каких-то успешных людей общался, кружился. Но вот так сложилось, что его всегда притягивает вот эта показная крутизна, да. И он туда все время вот идет, ныряет, пытается что-то там с ними, с такими же, да, пустыми людьми, что-то там бороться, доказывать, показывать, хвастаться. Вот, ну, уже жизнь свою прожигает, хочется так сказать. Поэтому здесь очень важно вырвать его из того общения, из того круга порочного, в котором он сейчас находится. Вам это по силу. У кого-то, вот знаете, эти отношения, они как судьбоносные идут. То есть вы друг другу идете по судьбе, у вас вот перекрестки будут судьбоносные. То есть вы должны там сходиться, вы должны там жениться, вы должны быть вместе, решать какие-то свои кармические задачи. Каждый, конечно, свои, но тем не менее. А у кого-то отыграется как возможность и вариант на то, чтобы быть вместе и выстраивать отношения. Но здесь будет решать женщина.
насколько у вас, скажем так, крепкая психика, насколько вы способны вынести этого человека, насколько вы сильно любите. Потому что этот человек, он полностью упадет на ваши руки, на ваши плечи, и вам придется его тащить. Вот так вот, мои милые. Так, какой же он на самом деле? Ну, хороший человек, хороший, добрый человек, который запутался, которому нужно показать свет, которому нужно дать возможность выкарабкаться. Причем, знаете, тут нужно не только там веревку ему скидывать, но и руку подавать, потому что, ну, не выберется, он слабоват. И у него слишком занижена вера в себя, возможно, да. Он такой... может даже немножечко трусливый внутри, в душе трусливый, да. Ну, мы все разные. Тут, понимаете, обсуждать, пальцами тыкать, но мне такого права никто не давал. Тут Песок говорит о том, что он хороший на самом деле, да, видите, в нем больше хорошего, чем плохого. Вы и сами видите эту ситуацию. Но он почему-то всегда смотрит в плохую сторону, да, влево он почему-то смотрит. Может обижать тех, кого любит, либо тех, кто очень любит его. Если... Но я не могу сказать, что он прям тут ради своего удовольствия может использовать, либо там обмануть, нагнуть и прочее. Нет, совесть все-таки в нем есть, и совесть достаточно большое место занимает в его жизни, в его судьбе. И, девочки, вот у него все как-то поровну, видите? Он берет и от плохого, и от хорошего. Пытается как-то выживать, может быть, в этом мире, как-то выкручиваться. Но ему бы в другом месте жить, вот так я скажу, да, в другом месте, либо с другими людьми общаться, в другом, может быть, обществе крутиться. Вот там бы ему было хорошо. То есть, вот знаете, есть такая поговорка, да, с волками жить, по волчьи выть. Вот он не волк, нет, он хороший, добрый друг, пес, да, там... Ну, допустим, да, вот даже не знаю, аналогию проведем. Есть волки, есть овцы и есть собаки-пастухи, да. Вот ваш мужчина, он больше похож на пастуха, да, на собаку. Он не овца, нет, это не про него, но он и не волк. А сейчас получается ситуация, что он либо с волками общается, либо в таком комьюнити, да, где люди как волки. И он просто там выжить не может, потому что не такой он, да, он может за себя постоять, но он не будет хитрить, он не будет нападать первым. Защищаться, да, он может, но не нападать. А там, чтобы выжить, там нужно просто нападать и рвать, причем всех подряд. Вот в чем дело, девочки. Здесь нужно ему подсказывать, здесь нужно ему помогать, здесь нужна очень такая, знаете, активная, вернее, с активной жизненной позицией деловая женщина. Если вы мягкая, если вы добрая, если вы податливая, если вы ищете сильного мужчину, который на себя, скажем так, возьмет все обязанности там, по содержанию семьи, дома, такой, знаете, классический муж, то это не про него. К сожалению, это не про него. Этим человеком нужно управлять, либо этого человека нужно направлять в правильное русло, да, туда не иди, сюда иди, да, там плохо, здесь хорошо. Есть ли шансы на ваши отношения? Конечно же, есть. Я тут их вижу, я вижу, что может все быть, но мне не очень нравится то, что люди вмешиваются очень сильно. Слишком большое вмешательство третьих лиц идет. Это могут быть семьи, это могут быть родственники, это могут быть там, друзья, да кто угодно может быть. Понимаете, очень много людей. Почему эти люди в ваших отношениях? Почему их так много? Почему они все туда лезут? Я не могу понять. Я не вижу этого на песке, я вам честно говорю. Но если вы сможете с этим мужчиной вместе уехать куда-то, вырваться из вот этого порочного, да, круга, где вы сейчас находитесь, все будет замечательно. Вы, знаете, вы как, не знаю, как Адам и Ева, да, начнете, может быть, непростую, но все-таки свою жизнь на новом месте, в новом окружении. Вы будете друг другу доверять, потому что вы друг другу самые близкие, самые родные. Вот так вы будете выстраивать отношения. Если вы остаетесь при прежних обстоятельствах на прежнем месте, то здесь, конечно, просто перебьют, не дадут. И, знаете, тут могут быть и всякие там
шептуны, что типа, да зачем он тебе нужен, да он такой-сякой, да он пьет, да он гуляет. И то же самое с его стороны могут там нашептывать, да зачем она тебе нужна, она там такая-сякая и прочее, прочее. Понимаете? Вот про это я говорю. Неплохой человек, неплохой. Если он попадет в хорошие, добрые руки, то он не оскотинится, а наоборот станет все лучше, лучше, чище, да, станет поспокойнее, станет поуравновешеннее, в правильное направление, если вы ему там направите, да, зададите ему, то он и будет потихонечку действовать, развиваться. Если же, скажем так, злые силы возымеют власть над ним, то человек может, извините меня, и пропасть со временем, потому что он не может сопротивляться, слабоват он насчет этого дела. Мои дорогие, надеюсь, что все у вас будет хорошо, надеюсь, что вы сможете и счастье свое построить, и мужчину этого к себе притянуть для того, чтобы ему помочь. Все у вас будет замечательно. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.